Добрый день, уважаемые подписчики канала Красный Коннект. Мы сегодня находимся в студии Красного Коннекта. Сегодня с нами Вячеслав Сергеевич Макаров и я, Андрей Данилов, политолог, приглашен, как всегда, в эту замечательную студию быть ведущим. Вячеслав Сергеевич, вот расскажите нам, пожалуйста, о себе, вот о вашей деятельности коротко, представьтесь. И вот в последнее время возникают вопросы, чем коммунисты вот занялись во время пожаров, какую помощь оказали. Вот говорят, вы совершили выезд в составе рискома, горкома, комсомольцами в Намский же район, да? Вот, расскажите, пожалуйста, коротко о том, как прошел выезд, чем вы там занимались, деятельности вообще в принципе. Ну, Меня зовут Вячеслав Макаров, я являюсь народным депутатом Республики Саха-Якутия и первым секретарем Якутского рискома комсомола. Наша партийная организация, она всегда курировала и курирует это и молодежные, и детские движения. Молодежь у нас всегда активная, в течение года мы проводим различные мероприятия, посвященные как раз молодежной деятельности. Это и конкурсы, и благотворительные акции, работа и с многодетными семьями, с детскими организациями наших среднеобразовательных школ. С самого начала, наверное, с самого начала пожаров наши комсомольцы, партийцы подключились к работе. Были одиночные выезды, это и Хангаласский район, Горный район. Это выезжал вот один из первых, кто у нас подхватил эту акцию, это наш секретарь рискома комсомола Марк Амосов, который выезжал на 4 дня у нас в Горный район, работал в Горном районе, помогал очень хорошо. В последний выезд, это у нас Намский район, мы выезжали с партийной организацией комсомольцы. Это и работа в республиканском центре нашем, который находится 50 лет Победы, также комсомольцы наши подключаются. Это формирование и грузов, разгрузка, погрузка, отправка, сбор вещей. Все к этому подключаются. Угу. Ну, вообще, какие впечатления, что вы увидели, находясь на месте там? Что такое лесной пожар? Многие ведь этого не знают, все видят красивую картинку из интернета о том, что как все это горит. Это же страшная вещь на самом деле. На самом деле, первое ощущение это как будто попадаешь на фронт. Фронт это даже не рабочий фронт, а настоящий фронт, где сплоченно, вне зависимости от организации, вне зависимости от партийной принадлежности, все наши добровольцы, якутяне, сплоченно, даже не зная порой имена, не знакомясь, быстро подключая работе, пилят, тушат, копают траншеи, быстро организационно работают. Конечно, можно отметить работу глав тех районов, которые включаются ежедневно, невзирая на рабочие дни, выходные, круглосуточно, всегда на рации, всегда встречают добровольцев, оперативно отправляют их. Один отряд выезжает, другой приезжает. Работа организована, конечно, главами этих районов в этой части очень хорошо. Размещались мы в поле, непосредственно вблизи пожаров, где также и днем, и вечером, ночью проводили обходы, смотрели, не продвигается ли пожар. Это работа взаимодействия с нашими, там были и армейские части, техника, и пожарные части, и наши спасатели, те, которые непосредственно работали на местах. Взаимодействие как раз вот между органами было неплохое. Дым везде, конечно, это дышать невозможно, на глазах наворачиваются слезы, жжет это, приходилось работать в такой обстановке. Ночью ложишься, все в дыму, с утра просыпаешься, все в дыму. Конечно, тяжелейшее. И смотря на тех людей рядом, которые ты работаешь, глаза, конечно,
ты все это понимаешь, что трудно вместе, как бы оно то ни было, нам нужно было не отдать ни пяди земли именно огню. Вячеслав Сергеевич, вот ты сравнил вот такую вещь с фронтом. Ты вот ведь военный сам. То есть это прям походит на боевые действия, выходит? Ну, как человек конечно, причастный к этому конечно, в чем-то. люди, конечно, это вот как раз связано с той сплоченностью. Вот у нас в повседневной жизни, ну, ввиду, конечно, обстоятельств современных, возможно, каких-то, не всегда заметишь именно вот эту сплоченность, дружбу где-то. А именно там это вот, как и я сам участвовал в контртеррористической операции на Северном Кавказе, вот там как раз видно в людях вот этот энтузиазм, энергию, ну, не думая ни о чем, работая, порой без остановки в тяжелейших условиях. Самое главное, никто даже не говорил то, что устали или чего-то не хватает. Все приезжали, собирались и единым фронтом на всей полосе дружно работали. Угу. О. То есть выезжали твои товарищи комсомольцы? Ну, партийцы в последний выезд, конечно, вот у нас в республиканском центре нашем, который находится 50 лет Победы, наши комсомольцы Иван Бабиев и Нина Карипанова. Иван Бабиев один из активных наших комсомольцев, всегда участвует в наших акциях, помогает. Нина у нас Карипанова, она возглавляет один из комитетов молодежного парламента от коммунистической партии нашей республики. Тоже активная девочка, они ежедневно работают вот именно как раз в центре и снабжают тех, помогают, формируют тот материал, который нужен для тушения пожара именно вот тем группам, которым выезжают. А в Намском Улусе, ну, когда мы приехали, ну, приняли нас хорошо, сразу же дорога не близкая, тоже сразу же накормили, глава сразу же выдал все необходимое нам, средства связи, сказал, что в тот ли момент сейчас у нас выезжает одна бригада, вы ее как раз заменяете, заступаете на пост. И уже с этого времени, когда мы сменились, мы как раз заступили, участвовали. Что примечательно, у нас были представлены все возрастные категории, начиная от 18 лет, заканчивая нашими ветеранами. Это народный депутат у нас Государственного собрания Республики Саха-Якутия Романов Иннокентий Иванович. Уважение, большое уважение этому человеку. Романов Победы. Иннокентий Иванович. Это второй секретарь Республики Коммунистической партии Российской Федерации нашей Вячеслав Семенович Куличкин. Это мастер спорта наш, активный человек. Он, кстати, был у нас как раз старшим, руководил не одной. В составе нашей группы еще присоединили еще добровольцев, и он руководил как раз вот этой группой, тем участкам, которые нам вручили именно по оперативной работе и тушению пожара. Это и лидер коммунистов города Якутска Дмитрий Шарипов, это лидер городской комсомольской организации, невзирая даже то, что работают в наше время, работают порой молодые люди на двух работах, нашел время, выехал, это лидер комсомола города именно Якутска, Егор Коржов. Ну, и я участвовал в этом как лидер комсомола республики, тоже участвовал в пожарах. Вячеслав Сергеевич, вот прям интересный такой выезд был, и делегация, я вижу, солидная. Выезжали на двух машинах, да, выходит. Ага. Расскажите, пожалуйста, вот пожар-то был верховой или уже низовой? Вот там же это все делится таким четким образом, то есть это все вот тлело или же наоборот разносилось этим ветром? Очаги, ну, конечно, приехали, пожары были большие. В тот момент, когда вот в последний раз мы выезжали,
уже было локализовано много пожаров как раз в Нарвском районе. Части той, которые локализованы, проходили трактора и военная техника, они делали просеку. Мы после этого полностью зачищали эту просеку, полностью зачищали ту сторону, где был пожар, чтобы не падали деревья, те, которые сгорели. Самое опасное было то, что там прошел именно низовой пожар, и он спалил дерево снизу, с корней. Корни сами тлели, сгорали, и деревья падали, невзначай. И причем падали так тихо, то что когда оно падает, ты не услышишь. И постоянно в таком напряжении, что работаешь, следишь, как бы не упало на тебя это дерево. Вот как раз эту сторону полностью, чтобы деревья, те, которые горели, не падали на ту сторону, которая безопасная. Полностью зачистка шла. Дышали с помощью респиратора. Да, были все в очках, нас снабдили очками и респираторами. Вячеслав Сергеевич, вот ты ведь еще народный депутат республики. Что вот со стороны республики вообще до этих пожаров предусматривалось? И что не предусматривалось? Что нужно сделать вам в этом созыве и в следующем, скажем, и вообще со стороны депутатов? Какие законы и какие меры должны быть приняты? Вот навскидку, бегло буквально. Конечно, ежегодно лично я сам в том году выступал по этому вопросу, обращался к Алексею Сергеевичу и к нашему министру нашего финансового вопроса решения как раз увеличения фонда того чрезвычайного, который у нас в данный момент есть, ввиду того, что у нас, это уже конечно, таких пожаров не было, как в этом году, но до этого все равно очаги пожаров есть, и средства, конечно, затрачивались на эти огромные, как раз увеличение фонда, чтобы для оперативного вмешательства именно в пожар, для оперативной его локализации, чтобы средства были у нас предусмотрены, да и вообще, даже невзирая на пожары, наша республика всегда это и холода, и бывает наводнение, фонд именно как раз сейчас очень важен. В той части, конечно, обязательно нужно рассмотреть вопрос как раз авиации, та, которая бы следила. Это и с помощью, возможно, сейчас, если снижением затрат, это и квадрокоптеры, там различные новые средства, которым возможно без явки управлять с больших территорий, осматривать большие территории. Это, соответственно, создание рабочих мест, создание в наших пожарных частях именно рабочего места, тот, который бы как раз отвечали за это. До этого у нас наша авиалесохрана была во времена СССР, это количество около 1200 у нас десантников было только в авиаохране. Конечно, авиация летала тогда у нас более часто и по районам, и в любой момент, когда прилетали, они замечали пожары, была большущая команда, которая быстро реагировала и как раз локализовывала этот пожар именно на начальных стадиях, и не возникали такие крупные пожары. В данный момент, конечно, прошли большие сокращения. Нам в этом вопросе нужно задуматься и как раз на законодательном уровне министерством, тем, которые отвечают как раз за это, рассмотреть вопрос о увеличении штатов. И, конечно, техники, та, которая бы работала именно непосредственно, уже стояла у нас на местах, потому что хорошо, конечно, подключились наши и военные, и другие области приехали у нас, и пожарники, и МЧС, много задействованы не только наши силы, и ряда областей соседних. Желательно как раз бы, чтобы эта техника была у нас на местах. Прошу прощения. Вячеслав Сергеевич, вот вы интересные такие вещи и предложения говорите нам с точки зрения и законодательной, вы деятельностью занимаетесь, планируете ли еще, может быть, какие-то выезды, может, помощь какую-нибудь? Конечно, от нас выезд планируется, в эти выходные планируется выезд. Также не перестает работать штаб республиканский нас, наши комсомольцы также продолжают работать в нем. Вот, а наши союзные движения, может быть, там участвуют?
ребята? Союзное движение. Ну, один из союзных движений, это, конечно, социалисты Якутии. Они выезжали с нашими комсомольцами, вот Самосовым Петром, то есть Самосовым Марком, нашим комсомольцам, в Горный Улус выезжали, это вот социалисты Якутии. Потом платошкинцы наши тоже, они активно, их лидер в республике, он работал с самого начала и в штабах, и непосредственно на местах на тушении пожара. Спасибо большое, Вячеслав Сергеевич. Отличное интервью. Благодарю вас. А на сегодня все. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, дизлайки, комментарии. Касательно всего мы ждем от вас обратного отклика.